вопрос апартаментов. Я скажу свое видение. Коротко, быстренько скажу, а потом обращусь к вам. Что такое апартаменты? Апартаменты это, значит, жилье, которое продается иностранным, неважно, нашим иностранным, любой может купить в Абхазии. Строятся огромные территории, огромные, значит, земли, территории выводятся из, значит, наших угодий и будут отдаваться под эти апартаменты. Ну, во всяком случае, они так хотят. Что нам дает апартамент вообще Абхазии? Слушайте, мы все равняемся, у нас стратегический партнер, у нас есть Россия, друзья наши, товарищи наши, стратегические партнеры. Все мы равняемся и равняемся на дела, которые там Владимир Владимирович Путин, да, там, делает, работает, его работу и так далее, все. Его работа, от его работы многое зависит и мировой порядок, и насколько у нас будет хорошо. Слушай, человек выступил, сказал, для России, россиянам обратился, говорит, ничего не дает апартаменты, ничего не дают нашей стране, экономически ничего не дает. Кроме непонятных схем, говорит, ничего не дает, говорит. Нет, мы подхватили, потому что Путин там не дает некоторым олигархам в России это сделать. Эти олигархи нашли общий язык с нашим президентом, ну понятно как. Они вместе кушают, пьют, там в баньки ходят и так далее. Легко, наш президент стал легко доступным человеком, очень доступным. Кроме своего народа, все остальные очень с ним на короткой ноге находятся. Что произошло? Они договорились, теперь он решил эту ситуацию, что все, что там в России не могут сейчас делать, все запретили, опробовать в Абхазии. Значит, это будут закрытые территории, никто из вас туда попадать не будет. Там будут свои магазины, свои бары, свои там, рестораны, там, банки и так далее, и так далее. То есть, если кто-то думает, что здесь апартаменты построят, рядом живущие люди какой-то с этого финансовый эффект будут иметь, абсолютно. Никто вам там не даст ни ресторан построить, ни магазин, вообще вас туда не пустят. Максимум, что вас пустят, обслуживающий персонал. Пеленки убирать, я извиняюсь, там, тряпки убирать, и максимум, что вам дадут там. Больше ничего. Теперь дальше. Какие нагрузки для Абхазии? Посчитайте 10 тысяч апартаментов в максимальной загрузке. Сколько мы должны электроэнергии им обеспечить? Это как минимум 100 мегаватт. Это когда нам не хватает, мы должны будем найти 100 мегаватт и отдать. Извините меня. Они денежные люди. А наша власть такая, вот если с России откуда-то приехал денежный человек, все, они за ним бегают, они его ублажают, все его прихоти исполняют. Естественно, когда они потребуют, мы заплатили за это, мы построились, мы хотим электроэнергию, почему мы не имеем? В данном случае это в Абдульской Абхазии, да, хотят сделать. Если электроэнергии нету, кто лишится? Близлежащие села. У них будут отнимать и этих обеспечивать. وربي زيل قاعدهم حواجنا ستم румсама бахгу более того, пока они строятся, мы же думали хотя бы вот эти большие проекты, сейчас они будут строить, хотя бы НДС будут платить, налоги будут платить. Нет, их хотят, значит, им хотят освободить, хотя парламент там борется с этим, там отдельно еще, там несколько, к этому закону еще такие соглашения отдельно готовятся, чтобы их освободить от НДС, от налога, от всего. То есть НДС за те материалы, которые возят, не будут с них брать. Налоги с них не будут брать. Они построятся, еще 8 лет ничего не будут платить. Я не могу понять, это люди вообще нормальные, кто это делает, кто эти соглашения делает. Что Абхазия с этого получает, кроме нагрузки? Мусор за ними убирать, электричество им дать, воду им дать, все эти дать, а ничего взамен не получать. Это как минимум 8 лет, это уже только за 8 лет говорю. Теперь дальше другую ситуацию рассмотрим.
Теперь, они получают 6%, скажем, кредиты и начинают строиться. Они 6%, по 6% получают кредиты. Наш бизнесмен, как минимум, это 18-20%, если даже ему дадут здесь, это 18-20% годовых. Наш бизнесмен должен деньги взять, какой-то отельчик построить, что-то построить, и при всем при этом все налоги будет платить, и еще 20% кредита он должен платить. Мы что, будем конкурентоспособными с этими людьми? Говорят, все, что это президент, эта власть, что не делает, против своего народа делает. Я последнее соглашение вот так вот почитал о инвестиционной деятельности. Значит, по этой деятельности Абхазия должна всем инвесторам, но инвесторы нам ничего не должны. По этому соглашению. Я спросил одного из министров, говорю, вот это кто составлял? Кому вообще это надо? Вы вот здесь участвуете? Он говорит, да. Министры в этой стране составляют документы, которые мешают его народу, его стране, слушайте. А я такой не видел. Каждая страна закладывает свои интересы. Наша страна закладывает антинародные, против страны. Вот. Что понятно, что непонятно? Личная заинтересованность. Они все готовы вас всех сдать, лишь бы там взять, значит, какой-то огромный куш, сорвать с этого предприятия. Вот я вкратце что хотел сказать. Конечно, они пользуются. Сегодня Архангельск, Бзыбская Абхазия догадалась, закрыла свои все, вот эти ворота. И они использовали момент, что в Абзульской Абхазии на самом деле чуть потяжелее, естественно, ситуация. Абиаваргунам зарахи архана. А наш захот добра, наш хах булгер, захот хаважо. Хам хаважо. Ярбан арчалом мехарт апартамент. Разипа хучком. Апартамент зиргулась тахуа, амшина коби зиргулась яхитаху. Тварчала хан зиргулазум. Ахат тварчала положение, что азиги хамдирве, и шквакуава. Абата важена, абаш хашпа ахмаргулар ябарт хиярхона бятава хиярхона абезапан ялагон шпа хамцари хакаячу. Хан ятазумар. Риртаху апшахоп арам шино пиртаху. Абаш ёбата гулаза шеха. Яхар хацкыс саад харвика парламента кна хачкунша ачагылы хацат замры. А парламент адаги аваш ачагылы сбаштама. Егет истахуп изхон на самом деле я артну хозер дара убри агураргот убри шубзио. Буси агураргот убри ирхо, что это они верят в это, что это на самом деле может принести. Да, понимаете? Это ихний вопрос, Время пройдет, они, наверное, изменят свои отношения тоже. За это я не могу с людьми не ругаться, ничего. Это мои коллеги, мои друзья. И потому это ихнее мнение. И слава Богу, что большинство мнений сегодня в парламенте иное имеют. И потому я призываю вас всех, вот люди подходят, я вижу постоянно, я призываю к тому, чтобы вот в понедельник, когда будет сессия, это в 11 часов, чтобы вы все пришли и выразили просто свое отношение к этому вопросу. Просто давайте дадим поддержку нашим депутатам, которые определились и собираются, на мой взгляд, правильный выбор сделать. Вы можете мне сказать, шат глома при апартамент из что я хабрей гло. Шат глома. Хацкыс сад, их хазги, аже хатахол, брей нага Сергей сходит, где возобрей. Зелеш зала, хачнюкшук зиге, шатачна, сесяшна.